По просьбам жителей Тувы, озвученных на прямом разговоре с Владиславом Ховалыгом, правительство составило план по созданию сети водозаборных колонок на территории республики. Территориальный охват широк, деньги выделены. Бурение скважин уже началось. Этим занялись 3 подрядные организации. Одна из них ведет работы в селе Эрбек Кызылского Кожуна. Компания «Бастион» проводит работу не только здесь. Параллельно они бурят водоколонки в 7 кожунах республики. Всего нашим правительством запланировано 39 кожунов, в которых будет проводиться работа. Это как близлежащие районы вроде Танды, так и удаленные вроде Байтайги. В селе Эрбек проживает более 1700 человек. На все село у них была одна водоколонка, уходящая глубоко в чистые подземные воды. Однако село растет. Поближе к Кызылу переезжает много молодых семей из районов. Соответственно, увеличивается и потребность в чистой воде. В первую очередь мы благодарны со всеми жителями Сумона Эрбека, благодарны правительству, за что нам поставили такую водоколонку. Были только старые, которые сесеровские, они сейчас вообще не работают, не сломанные. Колонки, которые стоят на частных домах, они будут для огорода, а вот отсюда эта вода будет чистая. При въезде в Эрбек опытный человек сразу заметит, что село стоит на болотистой земле. По словам подрядчика, болотистая местность создает ряд сложностей при бурении скважины. Диаметр трубы для общественной колонки больше потребительской и составляет 159 мм. Это замедляет бурение. Между тем, попасть в водоносный слой с чистой водой непросто. Это обращение граждан к временно исполняющим обязанности по Владиславу Вячеславовичу по поводу проблем, существующих проблем. Была проведена работа Владислава Вячеславовича, он объезжал муниципальное образование, и жители обращались к нему с проблемами своими. Сейчас очень больная проблема была по воде. И было принято решение, что эту работу сделать. Работа была организована на 11 муниципальных образованиях. Конечно, это получается, это не первая наша задача. Я думаю, что все равно проблема с водой у нас в республике есть, поэтому будем решать. Она будет каждый год продлеваться и будет, может быть, даже будет уже некоторое расширение будет. Не только, допустим, по сельским поселениям, это может быть вода для сельхозпроизводителей, для чабанов, допустим, может быть, тоже такая программа может быть. Наибольшая потребность в новых источниках воды в Кызылском и Барунхемском кожунах. В этих муниципалитетах будет установлено по 8 новых водоколонок. Общая стоимость всех работ более 17 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из 1,5 миллиарда, полученных Тувой из федерального бюджета по ходатайству в главу Тувы Владислава Ховалыга при поддержке партии «Единая Россия». Даян Данцирюн, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксерен, Тува 24.